Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. На побережье курорта Авазы все готово к наплыву туристов. Творческое наследие Махтумкули включили в реестр ЮНЕСКО «Память мира». Олимпийская сборная Туркменистана узнала соперников в отборочном турнире Кубка Азии 2024 по футболу и другие новости. В Туркменистане открылся сезон отдыха в национальной туристической зоне Аваза. К купальному сезону готовы все пляжи и отели. Завершены все подготовительные работы к летнему отдыху на море. Стоит отметить, что к старту нового сезона работники коммунального хозяйства и здравниц провели большую работу. Приведены в порядок аттракционы парков, спортивные объекты, фонтаны, плавательные бассейны и песчаные пляжи. В реестр специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры «Память мира» вошло наследие Махтумкули Фраги, представленное Туркменистаном. Коллекция произведений классика туркменской литературы включает более 80 диванов, распространившихся на территории Туркменистана в XVIII-XIX веках. Программа «Память мира» учреждена ЮНЕСКО в 1992 году и направлена на сохранение и широкую популяризацию всемирного документального наследия. В Ашхабаде проходит выставка работ 3 художников из Марийского вилаята – Шохрата Бердыева, Гурбандурды Таркешева и Мирдана Акмамедова. Работы мастеров заняли 2 этажа Ашхабадского выставочного центра. Румыния примет участие в международном фестивале танца и фольклора в Туркменистане. Этот вопрос обсуждался в ходе встречи замминистра культуры Туркменистана с министром культуры Румынии. Стороны обсудили возможность участия румынской стороны в международном фестивале танца и фольклора «Аваза-2023», который пройдет в Туркменистане с 13 по 16 июня. 25 мая для выпускников средних общеобразовательных школ Туркменистана прозвучал последний звонок. Торжественная линейка ознаменована завершением 2022-2023 учебного года. Эта дата, безусловно, останется в памяти всех выпускников как что-то волнующее и незабываемое. В честь праздника торжественная линейка прошла и в совместной туркмено-российской школе имени Пушкина. В этом году с учебным заведением прощаются 94 выпускника. Им вручили призы и благодарности. Среди них были отмечены победители государственных республиканских олимпиад по русскому языку и биологии. Особую атмосферу праздника мероприятию придали постановка по российскому кинофильму «Чебурашка», танцевальные песенные номера с участием детей из школьных творческих кружков. Нейротехнологическая компания Neuralink, владельцем которой является Илон Маск, начнет клинические испытания по вживлению в мозг человека чипа для управления компьютером и смартфоном без помощи рук. Предварительные испытания по вживлению чипов в мозг обезьян в 2021 году прошли успешно. Подопытная макака научилась перемещать курсор по экрану без помощи джойстика. На острове Хоккайдо в Японии на аукционе продали 2 дыни элитного сорта Юбари за 3,5 миллиона йен. Дыни сорта Юбари отличаются идеальной шарообразной формой плодов и нежной мякотью персикового цвета. Выращиваются они на Хоккайдо очень небольшими партиями в теплицах. А особенный вкус этим дыням придает большое количество вулканического пепла в составе почвы. С 26 по 27 мая пройдут матчи 9-го тура чемпионата Туркменистана по футболу среди клубов высшей лиги. Этими встречами завершится первый круг чемпионата Туркменистана. Команды отправятся на перерыв, а игроки национальной сборной Туркменистана начнут подготовку к турниру КАФА-2023, который пройдет с 10 по 20 июня в Ташкенте и Бишкеке. Олимпийская сборная Туркменистана узнала соперников по отборочному турниру Кубка Азии 2024 года среди сборных моложе 23 лет. Жеребьевка турнира прошла в Куала-Лумпуре в четверг. По ее итогам сборная Туркменистана попала в группу К, где проведет матчи с командами Индонезии и Тайваня. Стоит отметить, что путевки в финальную часть Кубка Азии, который пройдет в следующем году в Катаре, получат победители групп, а также 4 лучшие сборные среди занявших вторые места. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.